бывал в учениках, тот учителем не будет. Это изречение хорошо применяют в своей жизни наши сегодняшние героини, мать и дочь, которые, владея всеми необходимыми знаниями, дают другим зажечь от них свои светильники. Ведь самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом и самым живым примером для ученика является сам учитель. А если твоим учителем и в школе, и в жизни является мама, то это просто небесный дар, ниспосланный человеку для того, чтобы излучать все самое светлое и делиться этим светом с другими. Учительство – это, конечно, для нее это призвание, да. И такая у нее философия, что это моя цена. Вот доска, вот стол, вот стул, а вы, учащиеся, это вы мои зрители. Да, вот у других учителей я никогда такого не слышала, да, такого нет. И каждый раз, как будто ты выходишь на сцену. Вот новый урок, я оставляю уже какое-то настроение, да, я оставляю за собой, за этой дверью, и все. У меня свои зрители новые. Вот такая философия у них. Она поет, естественно, на уроках литературы, на уроках якутского языка. Это кредо моей работы. Это учитель должен быть артистом. Это самое главное. Потому что если ты не любишь творчество писателей и через себя это не проводишь, они никогда не воспримут это произведение. А если учитель умеет делать все, например, если это драма, спектакль играть, я, например, пишу сценарий, написала сценарий и постановки сделали мы это Платона Севича Юнского «Красный шаман», Платона Севича Юнского «Нюргумбатур стремительный», да, вы же играли, Лия тоже играла все время спектакля, Ивана Гоголева «Харакаталык», «Черный стер». Надо, чтобы им было практично, удобно, и чтобы они не изучали как иностранный язык, а свой родной корень, знали корень, и корень проходит через творчество. Значит, каждый учитель должен подходить к уроку творчески. И талантливый учитель, значит, дети талантливы. Если еще играет музыка, тогда дети понимают лучше всего. Потому что без слов музыка тоже может дать привить, любовь. Когда есть язык, когда говорят на этом языке, а без языка нету народа. У народа Саха есть 5 матерей. Это мама, которая родила, язык, на котором мы говорим, это земля, это также и мышление. И, конечно же, это душа, якут. Вот у нас 5 матерей. Мать – это самое главное. Не зря так говорят, язык тоже это мать. Материнской кровью и материнской молоком дается же это. Все-таки все зависит, наверное, от мамы. Это без мамы, наверное, живое существо никто. Поэтому я считаю, быть мамой – это природа нас создала так, и мы должны быть примером. Как любовь матери к своему ребенку является естественным чувством, так материнская любовь помогает ребенку развить положительные качества характера и сформировать нравственные ценности. У наших героинь прочная эмоциональная связь сопровождается всю жизнь. Мама, будучи учителем у своей дочери, вкладывала в нее все необходимые основы, направляла и подсказывала. Выбор профессии тоже произошел сам собой, ведь активное участие Лилии во всевозможных олимпиадах дало свои плоды. Решающим стало участие на олимпиаде по якутской литературе. И мне дали уже путевку, сертификат на поступление в Институт языков и культур народов Северо-Востока. Уже 100 баллов обеспечены были, да. Только нужно было сдать ЕГЭ и все. И я уже конкретно уже пошла. У меня была уже цель. Я поступила туда. Дочка у меня одна. Я очень рада, что по стопам матери, да. Я окончила университет красным дипломом, я очень рада. Мы династия учителей, педагогов, и Лилина отец тоже династия педагогов. Дед у нас тоже творческий человек, его зовут Василий Иванович Ефимов-Сыркыс. Это мой дедушка по папиной линии. Он заслуженный учитель.
РСФСР, да. И он писатель, он член Союза писателей Якутии. Он был еще и членом журналистов. Да. Российской Федерации. Почетным гражданином Среднеколымского улуса, наших населяков, первого Кангаласского и второго Кангаласского. И у него есть произведения, много произведений. «Дёхсёргетин кепсен» — это поэма такая есть. По фольклору работал. Он в свое время работал в школе, в Обязской средней общеобразовательной школе. Он работал около 40 лет. Его, к сожалению, нет сейчас. И на уроках, да, якутского языка я всегда видела книги. Вот мама нам показывала книги про Алексея Алексеевича Кулаковского. И также книги Василия Протодякина «Бурджахан». Меня же в педсовете один раз ругали. Слушай, А знаете почему? Почему только своей дочке ставите 4? да? Да. Такой был разговор. Это Константин Константинович поставил, Директор. Говорит, вы снижаете оценку ребенку. Я так и подумала, правду так. А после этого я ставила 5. Я так думала своему ребенку ставить 5. Она мне ставит, она-то учила. Все на 5, а я все равно как-то снижала оценку. А после этого наконец-то я ставила 5. Вот я благодарна Ирине Николаевне, Московский университет она закончила, и в 1974 году переехала в Среднеколымский улус Ибях, 8-летней школе. Ивана высокая, красивая, говорит на русском языке, вот такими выразительно читает. И мы так хотели похуже быть, как она все время. Так выразительно читала. «Зима, крестьянин, торжествуя». Вот так читает, да, это я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет мороз моя тропа. И мы начали, как она читает, и восхищались, и когда она окуналась под северным сиянием, сидела и проверяла тетрадь, она, наверное, не знала, что кто-то из учеников колымских такого далекого северного улуса станет учителем. Вот учитель от Бога. Я так считаю. С детства, имея перед глазами прекрасный образ педагога, Евдокия тоже решает стать учителем родного языка и литературы. Не зря говорят, что уважительное, заинтересованное отношение к каждому ученику – первый признак хорошего учителя. Поэтому, следуя примеру своим замечательным преподавателям, наша героиня тоже пошла по пути педагогики, чтобы легко и бережно прикоснуться к детской душе и раскрыть в них крылья творчества. Участвовала в республиканском конкурсе и всегда лауреатом становилась. И мое методическое пособие в 2021 году внедрение новимологической системы малокомплектной школы Арктики. И вышла книга по новимологической системе. Это авторское наше методическое пособие с начального класса до 11 класса. И я произведение учу так, по новимологической системе, вот авторская программа. Да, эта система сделал Василий Иванович Оконечников, Среднеколымского улуса. Сейчас его, к сожалению, нету. Он сделал квантовую, атомную, таблицу умножения, таблицу Менделеева по 9-дольной системе. Эта система сейчас должна стать самым универсальным технологией по изучению отдельных предметов. Это можно включить по биологии, по химии, по гуманитарным естественным циклам. Тогда все дети у них может развиваться интерпретационная способность детей, творчество. А после этого они воспримут эту по новимологической системе быстро. Тогда они могут даже ЕГЭ, ОГЭ сдавать на 100 баллов. Потому что эта система универсальная, это искорка в образовании, я так считаю. Мы сейчас, Лия с дочкой, работаем на эту тему. Сейчас у нас должно выйти вторая часть, это по разбору
предложений. А почему мы это подходим к этому технологии? Сейчас же по федеральному госстандарту очень трудные учебники по якутскому языку, по якутской литературе, поэтому родителям очень трудно работать вот этими учебниками. Поэтому для сохранения своего родного языка я хочу, чтобы эта методика по республике вышла. Дети бы охотно и радостно каждый раз бы изучали свой предмет. Мои дети участвуют на научно-практической конференции везде. Воспитала 20 с лишним учителей у меня якутского языка, национальной культуры, и культурологи, и критики. Ну, сейчас они работают по всей республике. Так, совмещая учительство, научную деятельность и творческое начало, Евдокия Даниловна взрастила новое поколение талантливых педагогов. Ведь высшее искусство, которым обладает учитель, это умение получать и давать знания, а также пробуждать радость от творческого выражения. Кстати, последнего у нашей героини не отнять. Дар артистизма у нее с самого детства. Ну вот с детства хотела стать артисткой. 5 лет уже, наверное, я уже пела на сцене, маленькая такая, хрупкая. И с этого момента до сих пор я пою. Участвовала всегда в художественной самодеятельности. Там ставила оценки разные, монологи читала, там пела под баян. В 10 классе стала лауреатом художественной самодеятельности. «Көттея холуба» я пела на баяне. Алексей Слепцов играл на баяне, учитель пения. Самое мое любимое дело, хобби – это петь. Пою осохой, запевала осохой, чабыргах скороговорку, и тоюк, и сочиняя стихи, песни. Ну вот, моя мечта сбылась. Я сыграла в телесериале, якутском сериале «Иза и Лиза». Кастинг прошла. Нам не соскаярде. Кого сатыганы? Мен неге сасастатым. Агыкым бара. Ага. Кайтук сонун бар бүгүн. Улахан хо. Арба физика түгү белине олимпиада кене. Ким кайбыта ула диханы гели? Иза булу. Кеде болбата. Исагаймен хуадаганы атын кыз кайда. Мен биле бинду. Лиза жен. Улуста ханжар кыз. Оттан Иза. Кене үйсүрө болбут. Бахай, туронуттан чөйдүк түһер биттерди. Кенера королева кудуктуктар этеди. Берде берд бахайар боллагади. Сөпкө тагын. Остолбутун тардыкка, хотору жомут келяктар. Там тоже интересный фильм, сюжет такой. Перепутали девочек, да? Изу и Лизу перепутали. Но очень проблемно сейчас, да, для молодежи. И богачи, и бедные, как они. По психологической стороны это 10-классники. Их жизнь. Это очень советую посмотреть всем родителям и ученикам. Да, это и учителям тоже. Очень хороший фильм. Евдокия Даниловна не зря советует посмотреть эту якутскую драму, ведь она сама, будучи совсем маленькой, пережила семейную трагедию. Я родилась в 1969 году в Среднеколымском улусе, втором Кангаласском наследии. Но наша жизнь такая сложилась. Наши родители, Елена Митрофановна и Данил Васильевич, мне когда было полгодика, рано умерли, и мы остались сиротами. Нас 4, нас хотели отдать в детдом, свою дорогу найти, путь жизни, прожить жизнь так, чтобы было хорошо. Да? Но, наверное, зависит от человека, тоже зависит от ребенка, который не сказал слово «мама», ему, наверное, очень трудно в такой жизни, путанице. Но я сейчас думаю, да, которые приемные дети не говорят «мама». Из 10, наверное,
детей взять, да, мама говорит, наверное, 2-3, а остальные, наверное, не говорят. Очень трудное слово «мама». Поэтому, если есть мама, надо, конечно, радоваться жизни. Это счастье. Без матери нет солнца, без матери нет жизни. Это счастливый человек. Очень счастливый человек, когда есть мама. Но нас взяли семья, у которых не было детей. Это Слепцова Анна Васильевна, лучшая доярка Якутской АССР 69-го года. Муж рыбак, охотник. Я ему очень благодарна. Но сейчас же есть такие, да, которые воспитывают, деньги дают, да. Вот у нас такого не было. В то время их, конечно, государство никак же не поддерживало, да, ни финансово, ни морально, как в это время. Сейчас же и психологи работают, и социальные педагоги работают. Это очень, конечно, хорошо, но в то время такого не было. Не было. И в плане воспитания, наверное, да? Да. И в плане воспитания. Но одно надо учесть, потом одно то, что они дали образование. Анна Васильевна, да, вторая мать, получается, у нас, да, она говорила, вот должна быть любимая профессия. Она говорит, просыпаешься, радуешься, что работаешь и туда идешь. Вот должна быть такая специальность у каждого. Она учила нас добру, любви к своей родине и быть всегда собой, помогать. Помогать – это самое главное. Трудную минуту людям поддерживать. И она говорила, человек должен уметь все. Это зависит от себя. И надо быть творчески и подходить к каждому делу любовью. Тогда у вас будет все. И говорила, сеть и корень свой никогда не забывать. Вот если вы мне задали вопрос, откуда у вас фольклору такое, привязан такое? Может быть, это матери. Говорят, у нее голос такой нежный, красивый голос у мамы было, говорят. Когда она доила корову, она все время пела, слышно было, как она поет. А отец-то мой тоже на коне там и голос такой, говорят, по полю идет, голос такой голосистый был, говорят, может от этого. И у нас по линии матери, по линии отца есть, такие большие люди, те, которые до сих пор не говорят, насчет шамана, всякие, вот, были. Есть даже сказание такое было, Иры Маврадин, девушка была по линии матери, она берет вот такой, ветку и начинает петь, и ветка становится зеленым, такой песню она пела. Коршун. Ага. Вот интересная история, каждый раз, когда я пою про коршуна, это как бы моя визитка. Меня называют коршуном. Вот сейчас и коршун летит. Коршуны же все время приходят, летают. Вот летит. Сейчас прилетит. Вот летит. Вот. К вам едет. Туналмаңын қаламар, Элетелерін тағыста, Көк қалан ұрсунан, Өреді баяныла. Миноду өйбер, Диллер сторуя, Жадаңы бастуко, Элеге кубулуяр, темеле, Сен бир бұлың соға, Сүйтер бет кулуын, Төнін, Түңбілір көгірі төнін, Бір жолуын негері, Буру
тибет. Түннігін бағарба түрдік мәңе қаланыттан дөғін құттанар түннігін әлі төрәбі төлбәғәр жүн кырата өйді асолы кығалғатын әлі темәлі сен бір бұлың соға сүйтер біт құлың төнін түңбілір кегір төнін бір жолу мен негері бұруй күнін білін әлі Вот сейчас думаю, да, природа мне дала все дала, природа. Талант, да, голос, например. Да если бы у меня голоса не было бы, если бы я не пела бы, я не знаю, как я вышла бы от всех этих ситуаций, от жизненных. Вот студенческие годы вот меня всегда спасала гитара. Вот девушка с гитарой меня называли. Всегда на сцене, всегда при людях. Благодаря тому, что музыкальные инструменты и пение как таковое сопровождали Евдокию всю жизнь, то и свой путь она решила связать с музыкой. На музыкальное отделение как я поступила? Мне дали целевое место на консерваторию Улан-Удэ. Я так подумала, и вот сюда приехала, ночевала 4 дня в порту, негде было остановиться. Ну так, жизнь такая была. А я туда в Министерство культуры пошла, нашла, еле как нашла, с чемоданом на руках пошла туда. И мне сказали, хорошо, послезавтра приходи, тебя отправим в Улан-Удэ учиться. Хорошо. Я выхожу, а потом обратно зашла. Я говорю, нет, я туда не поеду. А в министерстве такая сидит, а почему? Спрашивает меня. Я говорю, оказывается, жизнь в колесах не для меня. Да? А где тогда поступаете? А я говорю, я ПУ-2, музыкальное отделение. А вы знаете, где оно находится? Конечно, знаю. Хорошо. Даю 1 день, завтра спрошу. Хорошо. Я выхожу с чемоданом на улицу. Я не знаю, куда пойти, с кем пойти. Расспрашиваю. Ну, хорошо, там остановка стояла. Я говорю, где ПУ-2? Как проехать? Они мне сказали, нашла с чемоданом на руках. Нигде оставить. Маленький только чемоданчик. Смотрю. От до сюда, до двери все. С родителями стоят. Молодые родители такие все вот нарядные, красивые. Все с матерями стоят. Почему-то уже несколько часов все закрывается. Куда пойти мне опять? Опять порт что-то пойти? Аэропорт туда пойти? Нет, мне надо туда попасть. Вдруг там девушка какая-то, ну, тоже деревенская, бедная, на всех смотрит. Совсем такая стоит, а я подумала, надо подойти к ней. Стою, смотрю на всех, смотрю. А пошла чемодан. Такая, привет! А так на меня посмотрел. Ну, человек из деревни, да, ребенок же тоже, да. Так вот на меня так посмотрел, ничего не сказал. А я такая, уже стоишь, да. А я вот немножечко опоздала и перед ним стала. Конкретно стала с чемоданом, стала. И все, оказывается, подумали, что подруга пришла. Я зашла туда. Она спрашивает, музыкальное образование у вас есть? У меня нету, говорю. После 10 класса я же. Она говорит, ну, тогда вы будете учиться, ну, 8-летних, которые закончили. Вот,
Да, 2 года младше. Да. Она, будете учиться? Да. Я говорю, да, я согласна. А потом я говорю, а мне в общежитие нужно. Она меня смотрит и говорит, нет, ремонт, идет ремонт. Да, а когда я... А куда мне пойти-то? Опять в порт, что аэропорт, что ли? У меня нету, никого у меня нету, Дивань. И вдруг я начала плакать. Ну, артистичность-то есть. Загорала, стены такие. И она начала успокаивать. Налила стакан воду. И я так-то подумала, надо плакать. Чтобы остаться тут. И начала плакать. А потом что-то мне нашло. И правду я заплакала от всей души. Все зарыдалось. И начали все... Вот отсюда приходили. Что-то пришли, что случилось-то. Ну вот она. Я говорю, я круглая сердце. Я, где мне пойти-то? В общежитие нужно. Ну, позвонила. Давайте, вот из далекой Колымы приехала девушка, негде остановиться, найдите место такое. Нашли? Я училась вместе с Чискырой, с Аиной. Все мои учителя были такими, очень хорошие учителя по вокалу, по постановке голоса. В хорге я стояла альт, сопрано, первая сопрано. По всем голосам я могла петь, поэтому они не хотели меня отпускать. Но я пела, но, к сожалению, меня перевели на дошкольное отделение. Был консилиум, потому что я левша. Баян держала неправильно, все делала зеркально, короче. Вот так я закончила с правом преподавания вокала. Гитара для Евдокии являлась непременной спутницей. Она не раз выручала ее в разных жизненных ситуациях. Однако при поступлении в Якутский госуниверситет и заселении в общежитие верного атрибута рядом не оказалось. Евдокии ничего не оставалось, как молить всех богов, чтобы этот чудо-инструмент очутился рядом. Хоть бы гитара, где-нибудь гитара, струна бы. И вдруг какой-то такой, где ты, вот струна гитары, ты. Я не услышала первый раз, не услышала. А потом иду, еще раз, пожалуйста. Тынь-тынь-тынь, опять. А я уже, какой стороны-то уже заметила было, да? А потом стою вот эта дверь. Думаю, вот эта дверь. И вдруг тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так сыграла, и все, опять остановилась. И такая, я постучалась в дверь и говорю, девчонки, у вас не настроена гитара, говорю. У вас 3-я струна, настройки нет у вас гитары. Можно я поправлю? А, ну, пожалуйста. Я взяла гитару. Самое главное, мне нужна вот эта гитара. Я так настроила и говорю, девчонки, можно я спою вам песню? И я такая сижу на гитаре, играю, пою, а потом остановила и говорю, девчонка, у меня там подруга сидит. Нам негде ночевать, говорю. Да, пускай заходит к нам. А, ну хорошо. И открывает, говорит, Муся, заходи. Она зашла. Опять остановилась. Девчонки, мы еще не ели. Пожалуйста. Мы так и с ними познакомились. И нам дали такую хорошую комнату. Даже был холодильник в то время и телевизор. И мы, когда сдавали экзамен, везде мы там жили. Окончив университет по специальности преподавателя якутского языка и литературы, Евдокия уезжает в Среднеколымский улус, в родную школу села Эбях. С головой уходит в работу. Как всегда, ведет активную деятельность, участвует во многих педагогических конкурсах, в которых непременно становится лауреатом и дипломантом. Но однажды, совершенно случайно, она попадает на республиканский конкурс учителей. Решение поучаствовать в нем пришло спонтанно, о какой-либо подготовке и речи не шло. В голове была только одна мысль – где взять гитару? Ой, если бы у меня была бы гитара, я думаю, опять сижу и думаю. А потом смотрю, 3 гитары стоят. А потом я сейчас спою вам песню про коршуна. Сейчас прилетит, говорю. Птица моя прилетит, коршун, говорю. Не знаю, прилетит, не прилетит. Да, я говорю, сейчас прилетит. Пою вот гитара радостная. И вдруг
такой большой кушан. И такой старый кушан прилетел, один большой. И кругами, потом вверх стезла. И говорю, сказали, все. И впервые по республике я вышла на первое место. Победа на республиканском конкурсе учителей родного языка придала нашей героине еще больше сил и желания работать именно с детьми. Однако самый главный приз, который выиграла в своей жизни Евдокия, это быть любящей матерью и любимой женой. Мне радость такая, что я узнала, родила ребенка, мама не услышала. Вот это радость. Сейчас внуки говорят, бабушка, мамина мама. Вот это радость. Значит, все-таки есть вот Урюнга едем на якутском, да, Урюнга не смотрят, что видят, что... Отца моего зовут Александр Васильевич Ефимов. Он по образованию авиатехник, он долгое время работал мастером ЖКХ в нашем наследии и сейчас работает в дошкольном учреждении. А как они познакомились с мамой, они, наверное, познакомились в детстве. Они одноклассники. Мы одноклассники. Ну, конечно, во время школы, наверное, я не знала, что он будет мужем-то. Так интересно получилось у нас в классе. 3 семьи одноклассников считается, да? Это, наверное, это тоже от класса зависит, наверное. В 1992 году мы исправляли свадьбу. Наша свадьба была пышная, потому что в клубе сделали 200 человек. Самое главное, что у человека, что надо понимать друг друга. И в горести, и в радости. Жизнь такая не вся прямая же, но бывает. Но мой муж, отец очень добрый, отзывчивый, всем помогает. Все его зовут дядя Саша. И он всегда поддерживает. Скажи, Да, поддерживает. Если бы он не поддерживал, я не гастролировала бы. Каждый раз он говорил, туда еду, сюда еду. Он даже... Когда я училась в университете, у нас заочно перевелась, и Лильку он сам смотрел, да. Сегодня Александр Васильевич и Евдокия Даниловна заботливые дедушка и бабушка. Часто приезжают навестить внуков. В минуты воссоединения в творческой семье принято приятно проводить досуг. Особенно и взрослые, и дети любят играть в шахматы и шашки. Здесь у нас бывают турниры семейные. Мама тоже играет. У нее разряд по русским шашкам. Сейчас я в своей школе, Среднеколымской Бяхской школе, кружок имени Василия Ивановича Ефимова, да, Сыркаса. Сделали стенд, да. Да, кабинет мы открыли. Там узоры все сами, своими руками, да. Да, муж мой вот архитектор, он по образованию, он всегда нам помогает, конечно, Да. и по 3D-моделированию. Вот эту книгу он по тоже, проекту. все карточки он сделал Да, на компьютерном по графике варианте. тоже он помогает. Его зовут Кычкин Николай Иванович, он работает педагогом дополнительного образования в Актемском научно-образовательном центре имени Михаила Ефимовича Николаева. А вот моя мама, да, она учитель, мой наставник, потому что я трудовую деятельность начала именно со своей школы. Благодаря маме я люблю сцену, я выступаю. Я работаю библиотекарем в Николаев-центре. Это библиотека-архив первого президента Республики Саха-Якутия. Я сейчас занимаюсь, с мамами тоже занимаюсь в танцевальном ансамбле «Арылык» и в танцевальном ансамбле «Даяр». Во время студенчества я занималась в народном ансамбле танцев «Кундель». Руководитель всегда говорил, что надо гордиться тем, вот сейчас, что вы выступаете на такой большой сцене театра, опера, балета имени Сорона Маллана и Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского и в Сергеляхский огни.
Мама – это начало, это поддержка, это опора. Всегда было так. И в детстве, и в студенчестве, и сейчас во взрослой жизни. И, конечно, это мама – это святое. Мама, да? Это очень красивое слово, нежное. Все, как будто 4 буквы, а внутри каждому человеку это ассоциация детства, ассоциация пути жизненной, начала. Значит, без мамы нет жизни на земле. Поэтому надо беречь маму, помнить маму. И образ мамы всегда должно быть у человека в сердце. Кто любит маму, значит, он любит родину, малую родину, страну, Россию. И все святое – это именем мама. Как бы говорится, сладкое слово «свобода», я думаю, самое в жизни у человека должно быть слово «мама». Отчего люди не летают, как птицы? Этим вопросом задавалась Катерина, героиня пьесы Островского «Гроза». К счастью, наши герои не загнаны в железную клетку и вольны в своих действиях и поступках. Это и есть великое счастье. В любом творчестве, будь то поэзия или искусство, птица всегда считалась символом свободы, стремительности, легкости и музыкальности. Ну а чтобы почувствовать невероятную гамму чувств, не обязательно летать в прямом смысле слова. Счастье в полете мысли, фантазии и свободы. А еще можно просто оглянуться вокруг себя, посмотреть внимательно и увидеть летающих ангелов, которые хоть и невидимы, но всегда помогают людям. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей